Это письмо написала 20-летняя Ама своей матери. Мама, спешу сообщить, что жива и здорова. От Деражна до Ровно мы отбили у немцев десяток деревень. Помню некоторые из них – Бронники, Трабун, Ставки, Абарова. Как только мы занимали эти деревни, то оставшиеся в живых жители нам рассказывали, что у немцев есть специальная команда факельщиков. Отступая, фашисты все дотла сжигали. Намотают на палку тряпку, обольют бензином, подожгут и тычут под соломенные крыши домов и сараев. Женщины села Абарова поймали 3 таких факельщиков, скрутили им руки. Когда мы подъехали верхом на лошадях, одна пожилая украинка обратилась ко мне. «Дай-ка, красавица, мне твою винтовку!» И грозная подошла к фрицам. «Ну, гады, падайте на колени!» «На колени, кому говорю!» Один рыженький фашист уже елозил на коленях, плакал. 2 молчали. Трупы этих мертвецов часто снятся мне по ночам. «Мама, я получила твое письмо. Спасибо. Ты спрашиваешь, страшно ли на войне? Конечно, страшно. Но только как увижу раненого, обо всех страхах забываю. Вначале только и думала, не наступить бы на мину, не попасть бы снайперу на мушку, а потом ничего, привыкла. Но ты за меня не беспокойся, я должна вернуться с фронта целой и невредимой. Шлю всем вам горячий привет и массу наилучших пожеланий. Представлена к награде. Больше ничего нового нет в моей жизни. Пиши почаще. Я сижу в окопе. Твоя Ама. Ама Монгуш Батрукуевна родилась в 1924 году в городе Чадане Дзункемчикского кожуна. Была санинструктором 4-го взвода 4-го эскадрона 31-й гвардейской кавалерийской дивизии. Награждена орденом Великой Отечественной войны 1-й степени. В мирное время орденом Ленина, орденами Мать-Героиня 3-х, 2-х и 1-х степеней. Работала чабаном. Умерла в 1970 году.